Это не означает, что у него это... Для увеличения притока прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан необходимо создавать для инвесторов условия, а также вести совместную работу с государственными органами и местными предпринимателями. Об этом сообщил сегодня директор Национального агентства по инвестициям Умбриэль Тимиралиев. Работа еще будет очень интенсивно вестись с нашими предпринимателями, но не просто предпринимателями крупными, а предпринимателями из регионов, из среды среднего и малого бизнеса, для того, чтобы поддерживать их, в первую очередь давать направление, в каком направлении можно работать, где инвестиции можно привлекать, куда свою продукцию можно продавать, а также помогая им, открывая доступ через наши каналы для потенциальных инвестиций со стороны таких же небольших предприятий-партнеров, которые заинтересованы инвестировать в Кыргызстан. Работа в части улучшения инвестиционной среды и защиты прав инвесторов, она тоже ведется и будет доведена до конца в скором будущем. С начала года Национальное агентство провело 35 мероприятий, из них 25 по привлечению инвестиций и 10 направленных для увеличения экспорта. Инвестиции в первую очередь направлены в город Бишкек, Иссык-Кульскую и Чуйскую области. В последние 2 года рост инвестиций наблюдается и по Таласской области. Большую часть инвестиций выделили на обрабатывающую легкую промышленность, горнодобывающий сектор и туризм. Мы продолжаем реализацию сопровождения крупных проектов, одним из которых является реализация проекта на платформе простающего предприятия Карабалтинского коврового комбината, где сумма инвестиций составляет $25 миллионов. На текущий момент ведутся строительные работы, порядка 800 до 1200 новых рабочих мест будет создано. Мы ведем работу и по инвестиционному соглашению по реализации проекта «Мир», где предполагается инвестирование в экономику Кыргызской Республики более $161 миллиона, где также будет реализация более 3 заводов. Это заводы по производству пластиковых труб, завод по производству легких и быстро возводимых домов. Это предприятие направлено на агропромышленный комплекс. В настоящее время разрабатываются инвестиционные проекты и в сфере туризма. В частности, планируется строительство спортивного комплекса олимпийского уровня на Иссык-Куле. Как отметило руководство агентства, отдельное внимание должно быть уделено инвестициям в сельское хозяйство. На сегодня есть большой интерес к переработанным продуктам отечественных производителей со стороны арабских стран, Кореи, европейских государств, а также США и Канады. Мы начали активно применять КЧП в сфере сельского хозяйства. Одним из приоритетных и уже, так скажем, подписанных проектов являются проекты в сфере рыбного хозяйства, в сфере организации питомников. В этих целях и для организации, так скажем, восстановления государственных питомников в областях Кыргызской Республики нами был реализован проекты в Иссык-Кульской области и Чуйской области. Мировая экономика сейчас переживает сложный период, который запустился с началом пандемии COVID-19 и усугубился из-за событий в Украине. Несмотря на это, сумма инвестиций по итогам 2021 года в 3-й раз превысила более $1 миллиарда. В то же время отток инвестиций из страны сократился на 11,8% по сравнению с прошлым годом. Аяна Есенкулова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.